Новая садшкола у новом микрорайоне. Будинок з'явится на этой пляцоўцы уже напрыканцы наступного года. Садшкола уместить каля 5000 вучняў. Плануется разместить тут бассейн. Будаўніцтва распачалося месяц тому. Зараз проводятся работы по классу штучной основы геомассиву. Планируем за сентябрь-октябрь подготовить основание, все полностью под ленточный фундамент, и уже параллельно, начиная с октября месяца, идти ленточный фундамент, приступить к работам. Пачалося будаўніцтва і ў мікрарайоне Паўднёва-Заходні 2. Уже летом наступного года тут павінны з'явіцца дзіцячы сад на 350 месцаў. З абласнога бюджэту на гэты проект прадугледжана больш за 9 мільёнаў рублёў. Генеральным падрадчыкам выступае будаўнічы трэст нумар 8. По суседству з'явіцца і новая школа з блоком пачатковых классаў. Район Юго-Запад 2, он у нас практически завершен строительством. Все вот эти дома, которые вокруг детского садика и средней школы, которые строятся, все они в основном строились для многодетных горожан. И поэтому острая потребность в дошкольном образовании. Конечно, хочется нам сюда попасть, в этот садик. Мы ходим в садик, с этого года только начали ходить. Вот, ходим за Мегатопом на набережной. Вот. Ну, хочется по месту уже здесь. В город далеко ездить, такой район большой, как бы, я думаю, нужен, конечно, тем более под боком рядышком, потому что не каждому же дают, как бы, ну, и направления, и переполнены садики. Усе гэтыя будынкі унесены ў пералік аб'ектаў, які атрымае абласны цэнтр да свайго 1000-гадовага юбілею. З бюджэту выдаткаюць каля 50 мільёнаў рублёў. Увогуле, ва ўправленні адукацыі брэсцкага аблвыканкама згаджаюцца, у дашкольных і школьных аб'ектах на Брэсчыне неабходнасць ёсць. Асабліва востра яна адчуваецца ў новых мікрараёнах. Пытанне крокавай даступнасці навучальных устаноў імкнуцца аператыўна вырашыць. Эта проблема также решается, изготовлены проекты и начнется строительство объектов, 2 объектов образования в районе новой застройки в городе Барановичи, и 1 объекта, это дошкольное учреждение дошкольного образования, будет по городу Пинска. Перспектива рассмотрения строительства объектов образования по городу Кубрину, по городу Иваново, Жабинка, но это, скорее всего, будет после 2020 года. Свои дзверы для хлопчыкаў і дзяўчынак гэтыя аб'екты адкрыюць уже праз 2 гады. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».